Измерить артериальное давление, сделать электрокардиографию или, например, сдать общий и биохимический анализ крови. Как и сделала сегодня Джамиля Марзиева, студентка Ингушского государственного университета. Девушка учится с утра до вечера, поэтому уделять внимание здоровью не успевает. Сегодня, как обычно, уходя домой после учебы, она заметила мобильный фельдшерско-акушерский пункт и решила не упускать возможность пройти обследование. Сегодня я сдавала кровь, чтобы выяснить какой у меня гемоглобин, именно на сахар. И у меня все в норме, все хорошо. Также мы проходили флюорографию, тоже у нас был такой профилактический осмотр. И, в общем, нам все понравилось, все хорошо. Спасибо большое, что вообще решили проводить вот так вот на улице. Нам очень приятно, это очень важно для нас. По улице Хрущева в Магасе работают 2 ФАПа. Протолкнуться здесь трудно. Каждый соблюдает очередь, при этом долго ждать не приходится. Проверить состояние здоровья желают как студенты, так и работники различных организаций. Макшарип Евлоев уже давно собирался пройти диспансеризацию, но никак не получалось отлучиться с работы. Сегодня ему действительно повезло, ведь мобильные ФАПы расположились прямо напротив его места работы. В медицинскую бригаду входят терапевты, хирурги, акушер-гинекологи и другие врачи. Мобильные ФАПы укомплектованы всем необходимым медицинским оборудованием: электрокардиограф, тонометр, анализатор уровня сахара в крови, тест полоски и другое. Помимо этого, для комфортного проведения осмотра есть процедурный и инструментальный стол, шкаф для медикаментов, холодильник для лекарств. В общем, прийти на прием можно без всяких сомнений. Как вы видите, здесь стоят 2 передвижные установки, один мобильный комплекс для прохождения флюорографического обследования и маммографического обследования. На базе данного ФАП можно исследовать органы грудной клетки, это флюорографическое исследование. Данный метод позволяет выявить на начальных стадиях заболевания органов дыхания, такое грозное заболевание, как туберкулез. И маммографическое исследование проводится для выявления каких-то новообразований в молочных железах женщинам старше 35 лет. По всему региону функционирует 16 передвижных ФАПов. Мероприятие проводится в рамках акции «Найди время для своего здоровья» по поручению министра здравоохранения Заремы Анташкиевой. Помимо диспансеризации, жители могут также вакцинироваться от полиомиелита, гриппа, кори или других инфекционных заболеваний. Люди не заботятся о своем здоровье, они как бы откладывают все это на потом, и в итоге получается, что мы какое-то заболевание выявляем уже в запущенной стадии. Поэтому мы решили, что здесь, где у нас в столице нашей республики, здесь очень оживленное место, и чтобы они могли здесь пройти и флюорообследование. Это для того, чтобы мы на ранних стадиях выявили туберкулез легких, социально значимое заболевание. Также в другом ФАПе они могут пройти полное обследование и параллельно они могут пройти, учитывая, что сейчас вакцинацию, учитывая, что сейчас уже наступит похолодание, и у нас пойдут эпидемии гриппа. Поэтому мы решили, что мы здесь и будем проводить и достигнем какого-то процента и по вакцинации по гриппу. По словам Заремы Анташкиевой, такие акции будут проходить до конца года в густонаселенных пунктах Ингушетии. Это делается, чтобы улучшить качество медицинского обслуживания. Малика Измайлова, Султан Магушков. Новости 24.